у многих людей бидаты, ереси, заблуждения, это у них стало называться знанием. Это у них стало называться фикха. То, что противоречит пророку, алейхиссалату вассалам, его словам, то, что противоречит откровению от Аллаха субхану ва тааля, это стало называться как? Стало называться ильм. Это стало называться фикх. Потому что они оставили настоящее, правильное знание. Знание, которое строится на книге Аллаха субхану ва тааля и сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Получилось у них знание это, что такой-то сказал, этот сказал, слова людей, какие-то рассказы. Что они считают знанием, посмотрите же. Произошел вот этот вот переворот в понимании людей. Что они стали знанием называть разный вздор. Истории какие-то, рассказы какие-то, какие-то бесполезные рассуждения, какую-то галиматью философскую. Это знание называется. Какой-то абсурд калама, это что? Логики, так называемые. Это что? Это у них знание стало называться. Какие-то выдумки, рассказы. Это у них что? Знание называется. Какие-то свои методики придумывают они духовного совершенствования, как двигаться по духовному пути. Свои у них какие-то есть методики, методы, которые они придумывают. Это у них что? Знание. Вот могила такого-то, такого-то, такая-то могила, она приносит пользу. Потом разъясняется, какая могила, какой святой, от какого недуга, от какой проблемы помогает. Туда пойдешь, вот там от этого помогает, сюда пойдешь, забеременеешь, туда пойдешь, еще что-то. И это знание называется. И в таком-то месте такой-то заснул, увидел такой-то сон. Это знание называется. Это вот их знание. Всякий вздор, всякая болтовня. Или начинают поднимать откуда-то какие-то придуманные хадисы какие-то, находить. Как уляма говорят, похороненные хадисы. Похороненные хадисы, потому что ученые давно уже похоронили их. Они разъяснили, что это не хадисы пророка, алейхиссалату вассалам, что это выдумка, что это выдуманные, ложные хадисы. Но вот эти люди, которые хотят ввести в заблуждение, они говорят, эти хадисы достоверные. Какие-то придумывают для них иснады, украшают их какими-то иснадами специально. Как-то пытаются натянуть эти хадисы на то, что они все-таки, вот они тоже хорошие хадисы или достоверные хадисы. И оставляют ясные, понятные, достоверные хадисы, которые приводятся в Бухари, приводятся у Муслима или в Сунан, в 4 книгах Сунан, или приводятся в Муснадах. Оставляют. Почему оставляют? Потому что это знание, которое в этих книгах, у Бухари, у Муслима, это истинное знание, оно не подходит им. Не подходит их желаниям, их взглядам, то, на чем застали они своих отцов, то, на чем застали они своих шейхов, или то, на чем их тарикат, их путь, их течение не подходит, поэтому они пытаются найти вот чего-то такое, и называется это знанием. То есть произошел вот этот вот переворот. Поэтому автор говорит, что странная вещь, самая странная вещь произошла. Столько разъясняется. Подождите, в суре Бакара сколько аятов? Вот сейчас автор сказал только что. От и до. Нет, я не всего аятов суре Бакара, который упомянул. Да, столько аятов там. Кто прочтет, сразу поймет, что такое знание. Кто их прочтет, сразу поймет, кто такие уляма на самом деле. То же самое сунна. Кто изучает сунну, понимает оттуда, что такое знание на самом деле. И вот при такой ясности этого вопроса для простых людей произошел вот этот переворот у многих, и они знанием стали называть то, что на самом деле никакое не знание, это бидаты или какие-то заблуждения. И говорит, وَخِيَارُ مَا عِنْدَهُمْ لَبْسُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ. них, что у них, говорит автор, шейх, это смешение правды с ложью. Это самый лучший у них вариант. То есть, да, что-то говорят из истины, но туда примешивают обязательно что баталь. То есть примешивают какую-то ложь, как это делали многие из сынов Исраиля. А как должно быть? Нужно четко разделять, отделять друг от друга аль-хак и аль-баталь. Ставить между ними преграду. Если смешивается друг с другом, смешивают хак и баталь, то это что? Это обман. Это введение в заблуждение людей. Это сбивание их с пути. То, что делали некоторые из Бану Исраиля, Аллах Субхану Тааля порицает их за это произошло в этой умме.
Сегодня те, которые называют их уляма, многие, хорошо, претендуют они на то, что у них ильм есть, на то, что у них фикх есть, они что делают? Да, чтобы не совсем их разоблачили, они говорят что-то, конечно, из достоверного, но к этому примешивают что? Очень много лжи. И поэтому автор говорит, лучшее, что у них, это то, что они смешивают аль-хак биль-батиль, то есть истину с ложью. Далее говорит он, وَصَارَ الْعِلْمُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ وَمَدَحَهُ لَا يَتَفَوَّهُ بِهِ إِلَّا زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنُونٌ. И встало, что получилось, что вот этот ильм, который Аллах Субхану ва Тааля вменил в обязанность людям, и который хвалит Он, этот ильм произносят сегодня, говорят о нем только кто? Зиндики и сумасшедшие. Зиндики и сумасшедшие. Что имеет он в виду? Что ильм, который Аллах Субхану ва Тааля хвалит, который Аллах сделал обязательным для нас, это какой ильм? Курана и Сунны. Сегодня кто говорит Куран и Сунна, их обзывают как? Их называют зиндик, их называют сумасшедшие. Почему? Да потому что не подходит им это, противоречит тому, на чем они стоят. Противоречит. Знание, которое Аллах Субхану ва Тааля похвалил обладателей этого знания, это у них сейчас называется джахаль. Они называют это джахаль. Когда человек какой-то выходит, начинает призывать к Корану, к Сунне, к пути салаф, к пути предшественников, говорят, это джахиль. Или говорят сумасшедший, когда кто-то начинает об этом рассказывать, сумасшедший. Потому что они говорят? Вот это знание, о котором вы сейчас говорите, оно вредит людям. Оно раскалывает общество. Оно раскалывает наши ряды. Оно меняет религию, на которой наши отцы, на которой наши деды. Вы пришли, что-то такое говорите, то, на чем стояли наши деды и отцы, вы это ломаете. Или сумасшедшие, или зиндики вы. Или вы невежественные. Чаще всего обвиняют в чем? Невежество. Обвиняют знатоков сунны, знатоков Корана, те, которые призывают к этому знанию, обвиняют их в чем? В джахле, что они невежественные. Безмазхабники. Хорошо? Безмазхабники. Хорошо? Месхебсизель. Или говорят про них, что нет цепочки у них. Или про ученых, которые призывают верить в Аллах Субхану ва Тааля, в Его атрибуты, в Его имена, в Его сифаты, так как Он сам Субхану ва Тааля себя описал. Кто к этому призывают, без искажений и без уподоблений, называют их как? Хашавия. Хашавия. Хашавия, таким обидным словом. Те, которые верят в атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Хашавия, то есть пустые вот такие, пустые. Просто что-то говорят, сами не понимают они. Верим в атрибуты, признаем, без уподобления, что-то. А они люди знания. Хорошо. А вот когда они искажают атрибуты и говорят про атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля что-то другое, вот это считается у них знание. Или еще часто, да, вот эти вот, которые говорят Куран и Сунна, они не знают тонкости арабского языка. Посмотрите, истива, вознесение, они говорят над престол, истива. А истива у него 15 значений, у него 20 значений, у него 40 значений, 30 значений. Они не знают тонкости языка, они джахили. Или они не знают калам, или они не знают мантак, не знают логику. Тасаввуф не знают, науку суфизм не знают, то не знают. Какое у него знание? Он просто мухаддис про великих ученых и имамов. Не, он просто мухаддис, он просто хадис знал, фикх он не знает. Нет у него понимания фикхи. Вот подобного рода слова. И наверняка вы это слышали. Чем они отталкивают полезное знание? Какими словами? Джахили, нет цепочки, не знает язык, это просто мухаддис, не знает калам, не знает то. Или раскалывать мусульман, говорят, меняет религию отцов, или сумасшедший, или еще что-то. И дальше автор говорит, وَصَارَ مَنْ أَنْكَرَهُ وَعَادَاهُ وَصَنَّفَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْهُ وَالنَّهِي عَنْهُ هُوَ الْفَقِيهَ الْعَالِمِ. И произошло, тот, который отрицает это знание, то есть знание Курана и Сунны, враждует с ним, пишет книги, в которых он предостерегает от этого знания, запрещает это знание, он стал, вот такой человек стал факих алим. Хорошо? Факих – ученый. Вот таких стали называть факихами и уляма. Люди, которые составляют книги, пишут, которые они предостерегают от полезного знания,
в которых они, наоборот, всякие порицаемые вещи, их там хвалят и распространяют среди людей. Вот про таких людей говорят сейчас, говорит он, факих, и говорят алим. А тут те, которые распространяют правильное знание из Корана и Сунны, про него что говорят? Нет, это не подходит. Не подходит. Это джахиль, говорят они. Он хочет разделить людей, а мы хотим, наоборот, собрать всех людей, мы не хотим разделять людей. То есть, получается, собрать людей на чем? Сохранить единство на чем? На лжи? Единство основано на лжи? Мы, говорит, не хотим вот этот раскол, отделение лжи от истины. Если будешь отделять ложь от истины, это будет раскол. Как это так? Истинное объединение-то какое? Где отделена истина от лжи? Где благое отделено от мерзкого? Это все равно, что возьмешь ты рану, рана, которая гноится, и возьмешь ее просто там замотаешь как-то вот так. И все, и оставишь вот так. Что будет? Погибнет орган у человека. Разве так? Так лечится рана. Просто давайте, не надо отделять ложь от истины, мерзкое от хорошего. Просто все раз объединим вместе, и все. Никогда объединение не бывает на лжи. Объединение настоящее единство. Оно может быть только на истине.